Жители деревушки с восхитительным именем Рай счастливые. Сам населенный пункт слегка на пригорке. И весь этот прекрасный вид как на ладони. Ну, чем не рай? Впрочем, лингвисты переводят благостное слово как «граница». Название имеет, мол, явно прибалтийское финское происхождение. В коми-версии из «рая» последняя «а» могла выпасть. А если представить, что это часть русского «край», как место, удаленное от центра, буква «К» могла когда-то затеряться. Впрочем, место все равно красочное, райское. Рядом большая Визинга и большое количество ключей в округе. Все, кто приезжает в рай, вот сядут сюда и говорят, какая тут красота, тишина. А знаете, какое здесь красивое небо, а радуга – ключи с чистейшей водой. Светлана Егоровна райская. Родилась здесь и живет по сей день. После учебы уехала было строить будущее в Молдавию. Однако вернулась на родину. Говорит, что в рае чувствуешь себя ближе к Богу, что ли. Только встань, перекрестись, помолись. Вот еще сейчас недавно так было. Гром, молния, а у меня сено не убрано. Я говорю, боже, у меня же сено пропадает. Туча, иди стороной. И вот в Визинге прошел ливень, а у нас и в Горьковской не выпало ни капли. И как после того сказать, что Бог тебя не слышит? Когда тебе нужно, встань на гору, попроси у Господа, и Он тебя услышит. Однако вот парадокс. Жить в рае многие не хотят. Не для всех он получается. Вот участки, которые еще в 2014 году здесь были выделены под застройку. Нарезали, благоустроили. Часть из них для многодетных и малоимущих семей. Прошло 6 лет, а домов не видно. На сегодняшний день здесь произведены работы это оканавливание дорожного полотна, подъезды, уложены трубопереезды. Дважды мы уже убирали здесь растительность, кусты. На сегодняшний день видны подвижки только у 2 застройщиков. Сюда мы подвели в течение 18-19 годов водопровод протяженностью 1 километр 700 метров. Затраты сделаны большие, но на сегодняшний день ни одного жилого дома не возведено. По словам руководителя администрации, здесь планировали построить целый микрорайон. И если люди подняли бы свои дома, им создали всю необходимую инфраструктуру. Рад пустующим плодородным землям лишь борщевик. Сражаться с ним приходится и Валентине Егоровне. Кстати, ее родственники были основателями деревни. Жить в деревне Рай нелегко, особенно летом. Здесь очень много борщевика. Только появляется первый борщевик, и мы всей семьей идем его косить. Как косой, так и бензокосилкой. Еще вчера вот косил там трактор. И так все лето. Мне кажется, борщевик мутирует, становится все выше и выше. С борщевиком, по версии Рая злом, местные жители борются по старинке, без химии. В целях почвосбережения, наверное. Огород ведь тут в каждом дворе. Вот и получается, хоть и рай на земле, а трудиться приходится, как и в любой деревне. Любовь Денисова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сысольский район.